Здравствуйте, дорогие читатели и зрители Якутского Саха-информационного агентства. С вами онлайн-интервью и Николай Борисов. Значимость вспомогательных репродуктивных технологий для человечества трудно переоценить. Вручение в 2010 году Нобелевской премии за развитие экстракорпорального оплодотворения лишь подчеркнуло важность данной сферы медицины и способствовало дальнейшему росту и развитию метода ВРТ во всем мире, в том числе и в России. Пользуясь тем, что 21 июня медицинские работники отмечают свой профессиональный праздник, а тема здоровья выходит на первый план и интересует человечество все больше из-за известных событий с эпидемией коронавируса, мы решили поговорить с заведующей отделением вспомогательных репродуктивных технологий Национального центра медицины Якутии Айталиной Семеновой. Айталина Афанасьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, насколько в республике развита технология ВРТ? Ну, вообще, если говорить о нашем отделении, ЭКО делается только в отделении вспомогательных репродуктивных технологий, то, в общем-то, отделение наше открыто было очень давно. В 1998 году мы открылись в структуре Центра охраны материнства и детства. Но тогда наше отделение называлось «Консультации по репродукции человека», и, в общем-то, тогда речь об ЭКО не шла. Ну, как бы в тот период существовали такие кабинеты планирования семьи, и мы работали консультативно, назначали лечение, лапароскопические операции, а ЭКО потихонечку мы в нашем отделении начали делать, на самом деле тоже достаточно давно, с 2001 года, но это были настолько единичные случаи, да, что в год делалось от 2, максимум до 7 процедур экстракорпорального оплодотворения, потому что эти процедуры проводились за счет средств пациентов. И, конечно же, опыта было достаточно мало. А вот уже в 2014 году, когда ЭКО стало оплачиваться за счет средств обязательного медицинского страхования, тогда, конечно, объемы экстракорпорального оплодотворения резко возросли. Вот в этом году, в 2020 году, мы должны сделать уже 270 процедур ЭКО. Ну, то есть это очень значительно больше, чем было в 2001 году. Но помимо увеличения количества этих процедур ЭКО, у нас, конечно же, и за эти годы увеличилось качество нашей лаборатории. На сегодняшний день эффективность программы ЭКО у нас конкретно в нашей лаборатории составляет 30%, и это показатель хорошей работы лаборатории ВРТ. Отлично. Вот вы сказали, что 270 производится анализов. Вообще, какие есть достижения и, может быть, какие-то особенности существуют внедрения технологии ВРТ в Якутии? Ну, вообще, на сегодняшний день мы внедрили уже все процедуры вспомогательных репродуктивных технологий в нашем отделении. Мы делаем, помимо искусственной инсеминации, просто есть подразделение, да, ВРТ подразделяется на ЭКО и искусственной инсеминации, да. Вот искусственная инсеминация, это понятно, да, а вот в процедурах ЭКО есть очень много как бы еще дополнительных таких фишек, скажем, да, которые улучшают эффективность данной процедуры. Вот мы делаем помимо экстракорпорального оплодотворения, еще делается ЭКО-ИКСИ. ИКСИ – это интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида. Проводится она в случаях тяжелого мужского бесплодия, то есть эта процедура делается. Мы проводим ЭКО с использованием донорских яйцеклеток. Также мы проводим ЭКО суррогатное материнство, да, ну, то есть все те процедуры ЭКО, ВРТ, которые проводятся в мире, в нашей лаборатории тоже делаются. Но если говорить об особенностях, ну, в общем-то, я не скажу, что у нас какие-то там очень выраженные особенности, но единственное, конечно, мы заметили, что у женщин якутской популяции авариальный резерв снижается быстрее, чем в отличие от женщин других национальностей. Ну, наверное, вот это вот, да, мы отмечаем. Ну, других особенностей, как бы, явных, может быть, еще по мужскому бесплодию тоже, что все-таки мужской фактор у нас тоже достаточно выражен конкретно в нашей республике в сравнении там с другими регионами России.
На ваш взгляд, с чем это связано? С нашим климатом, особенностями питания или с экологией, с чем-то другим? Это, наверное, и генетические, и эпигенетические факторы, да, то есть генетические факторы мы должны их определить, и мы, в принципе, планируем как бы работы такие, да, вместе с нашим медико-генетическим центром, определение различных полиморфизмов генов, это, то есть, ну, такая научная работа, которая будет проводиться в нашем отделении. А эпигенетические факторы – это как раз те факторы, которые воздействуют на нас. Это и климатические условия, и какие-то экологические условия, там, да, питание и так далее. То есть, да, и то, и другое имеет значение. Но конкретно, что вот сейчас мы будем говорить, изучать генетические факторы, и, возможно, мы что-то будем находить. Как раз до вас мы общались с врачом-гинекологом и также поднимали эту тематику. Скажите, пожалуйста, в каких случаях стоит к вам обращаться? Какие-то, может, вот человек не знает, он предрасположен каким-то генетическим, может быть, отклонением, ну не то чтобы отклонением, а совместимости со своим партнером, или как это можно выяснить и вообще как можно к вам попасть? Да, во-первых, хочу сказать, когда надо обратить внимание и когда нужно обратиться к репродуктологу, да, то есть мы акушер-гинекологи, но у нас такое немножко направление, это репродуктология. А вообще по, значит, требованиям ВОЗ бесплодие считается это тот период, когда пара не может забеременеть в течение года при условии регулярной половой жизни и без использования контрацепции. Но надо сказать, что пара, где женщине больше 35 лет, не должна ждать этот год. Они должны обратиться к репродуктологу уже по истечении 6 месяцев до наступления беременности. А если женщине 40 лет и старше, то уже, в общем-то, через 3 месяца или даже сразу, как только она запланировала беременность. Да? Вот. Но я бы посоветовала на сегодняшний день каждой женщине репродуктивного возраста обратить внимание на свой так называемый авариальный резерв. Я вот говорила, что у нас идет какая-то более быстрая тенденция к снижению авариального резерва, да, то есть это сколько яйцеклеток у женщин есть. И на сегодняшний день это очень хорошо измеряется. Это измеряется уровнем гормонов, да, антимюллеровый гормон, фолликулостимулирующий гормон. Это измеряется определением количества антральных фолликулов методом УЗИ, и это, в общем-то, можно сделать даже в любой поликлинике, да, поэтому такие возможности есть, и, как вы говорите, может быть, действительно женщина имеет какую-то предрасположенность, и даже, может быть, генетическую предрасположенность к какому-то преждевременному истощению яичников, но она об этом не знает. Потому что она молода, у нее все нормально, у нее все пока на сегодняшний день все нормально, у нее регулярный менструальный цикл, но это все может нарушиться там, после 35, условно, к 40 годам. Да? И мы можем об этом узнать заранее и посоветовать такой женщине запланировать беременность. Или вот если мы говорим о каких-то современных достижениях репродукции, сейчас, в общем-то, можно делать банкинг ooцитов, то есть собирать яйцеклетки и замораживать, если женщина на сегодняшний день не готова реализовывать свою репродуктивную функцию. То есть это получается фактически откладывание Ну процесса. Да, на сегодняшний день у нас, к сожалению, такая современная, ну, к сожалению или не к сожалению, я не знаю, как правильно сказать, да, такая тенденция вообще во всем мире, да, то есть немножко современные молодые люди, они откладывают деторождение на более поздний возраст, и это, наверное, объяснимо, потому что, ну, действительно, сейчас и образование, и карьера, и путешествия, и очень много возможностей. Но, к сожалению, наша природа такова, что она не изменилась за 100, за 1000 лет, как было, так оно и есть. У природы свои законы, и после 35 лет у нас идет истощение функций яичников, и на это мы никак повлиять не можем пока. Возможно, через какое-то время что-то еще придумается, там и будут какие-то методы лечения. Но на сегодняшний день нет. Мы можем только
да, получить эти яйцеклетки у женщины молодого возраста, а когда она будет готова к реализации репродуктивной функции, использовать их. Очень актуальная профессия, очень актуальное направление. Скажите, это дорого, недорого? Сколько это вообще? Вы сказали, что это покрывает страховка медицинская, однако, может, какие-то затраты все-таки потребуются? Но на самом деле страховая медицина покрывает не все варианты вспомогательных репродуктивных технологий, да. Это, в общем-то, базовая программа, когда пара приходит с проблемой бесплодия, и, в общем-то, если у нее нет медицинских противопоказаний, то, в общем-то, да, такую процедуру ЭКО может покрыть страховая компания. Но вот программы донорства, суррогатного материнства, к сожалению, пока генетическое тестирование или вот тот самый банкинг, про который я говорила, это пока не входит в страховые случаи, да, то есть это идет за счет личных средств. На самом деле, наверное, это многие считают, что это дорого, это нет, не так дорого, ну, все относительно, конечно, но, в общем-то, это достаточно такие реальные цифры, и наше отделение, ну, конкретно вот наше отделение, у нас очень такая совершенно средняя ценовая политика, да, то есть вообще, наверное, ниже, чем в России. Я не могу сравнить со всеми центрами, но с основными центрами Москвы и города Санкт-Петербург, конечно, у нас ниже. Все-таки хотелось бы услышать цифры, конечно. Цифры? Например, опять же... Ну, сама процедура ЭКО без учета лекарств, обычная стандартная процедура ЭКО, она стоит где-то около 90 тысяч. Угу. Что вы посоветуете, например, паре, который, ну, лет 30, скажем, да, вот, который подходит уже к взрослению, и который задумывается о зачатии ребенка, как и что следует делать? Может, в поликлинику куда-то идти или напрямую к вам? Что? Каков процесс? Ну, на самом деле, сразу к репродуктологу, наверное, не приходит та пара, которая только просто задумывается о планировании беременности. Но то, что им надо сходить и обоим, причем, да, и провести такой, ну, медицинский осмотр, это, конечно, да. То есть обследуется на половые инфекции, да, оба половых партнера. Обычно женщину обследуют на гормоны щитовидной железы. Это важно, очень важно, потому что наша щитовидная железа, она участвует в формировании щитовидной железы у плода. Смотрятся другие показатели, ну, общие клинические показатели на выявление каких-то дефицитных состояний, там, анемии той же самой, которая очень распространена в нашем регионе, да, на латентные дефициты железа и так далее. То есть берутся мазки обычные, там, на раковые клетки. То есть это стандартный такой чекап, который любая женщина и любой мужчина должны пройти перед планированием беременности, если они к этому, конечно, подходят осознанно, сознательно, они созрели и хотят пройти хорошо беременность, и чтобы беременность закончилась рождением здорового ребенка. Другое дело, если есть проблема, да, беременность, они все сделали, у них все хорошо, планируют беременность, и вот тут прошел условно год, и беременность не наступает, тогда, конечно, есть смысл обратиться уже к репродуктологу и искать причину, почему не наступает беременность, потому что обследование по бесплодию – это достаточно такое специфическое обследование. Не могу не задать этот вопрос. Как вообще, может быть, коронавирус повлияет на вашу профессию? Какие можно сделать выводы из-за всей этой пандемии? Как-то она на людях, может, скажется? Нет, не знаю. Вы знаете, да, вот в этой такой, может быть, ну, не совсем хорошей ситуации коронавируса, всегда, в любой какой-то такой ситуации бывают положительные моменты. Вот что касаемо медицинского сообщества, да, то тут был положительный момент такой, что у всех, наверное, врачей всех специальностей, я не знаю, но мне кажется, что так, но и у нас в особенности, нам стали доступны очень многие вебинары. У нас было проведено множество онлайн-конференций. Мы услышали международных спикеров, лекторов.
о которых мы только там читали, да, или там, ну, как-то так видели там в интернете, но никак не вживую, ну, практически вживую, онлайн. И мы увидели, услышали, какие современные тенденции происходят вот сейчас в области ВРТ. Ну, в общем, это было на самом деле очень шикарно, да. Поэтому вот если говорить о влиянии коронавируса на ВРТ, то да. Но, конечно, отрицательный момент в том, что все отделения ВРТ, поскольку плановые отделения, да, никакой экстренности у нас нет. Во всем мире такие отделения или были закрыты, или, ну, как бы ограничили свои манипуляции, да. И вот только постепенно, с улучшением эпидситуации, постепенно такие отделения начинают открываться, и мы тоже, наше отделение постепенно начинаем поэтапно открываться, да, чтобы... Тут сложность еще в том, что наше отделение находится в структуре многопрофильной больницы. Такие отделения всегда сложнее открыть, чем частную клинику, да, в котором только есть отделение ЭКО и все, да, как бы там достаточно просто это сделать. Поэтому у нас будет поэтапное открытие, там сначала дистанционное, потом первичное, потом потихоньку мы начнем брать на процедуры ЭКО, но опять-таки с соблюдением каких-то интервалов временных, дистанций и так далее. Вот это вот, да, это, конечно, повлияло на нашу работу и повлияет, и до конца года, наверное, все это будет сохраняться. Но вообще, наверное, положительные моменты, если опять-таки говорить о положительных моментах, ну, люди, наверное, будут меньше болеть вирусными инфекциями в принципе, да, мы не только о коронавирусе, если говорить, да, грипп это очень тяжелое состояние, тоже часто приводит к развитию пневмонии, люди научатся соблюдать дистанции, да, там, может быть, кишечных инфекций будет меньше, потому что мы все научились наконец-то правильно мыть руки, там, да, и так далее. То есть, ну, вот такие положительные моменты, наверное, будут. Ну, вот, а насчет конкретно процедуры КО, это вот сейчас много, опять-таки, вот, когда у нас была конференция, говорили, что нового принес коронавирус, вот, в нашу сферу, да, и, ну, вот там, конечно, наши такие нюансы по работе с эмбрионами и так далее, да, а если так в целом, то, ну, стали говорить о том, что, возможно, мужчинам надо замораживать сперму тем, кто находится в группе риска, да, мы знаем, что мужчины там старшего возраста, да, которые, в общем-то, подвержены этому вирусу, и вообще мужчины больше подвержены, чем женщины, может быть, и есть необходимость замораживать сперму, чтобы потом ее использовать, потому что еще не до конца изучено влияние коронавируса на биологический материал. Айталина Афанасьевна, спасибо вам большое за разговор, за всю вашу профессию, за ваш вклад в наше общее дело, в республиканское деторождение, может быть. Спасибо, с праздником вас. Спасибо, всем здоровья. Спасибо. До свидания. До свидания.